Нынешний состав правительства во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым работает уже год. Пора, как говорится, подвести итоги, оценить успехи и провалы. Однако последних почему-то запомнилось на порядок больше. Работу чиновников в основном критикуют, нежели хвалят. С трибуны Джугурку Кенеша стали звучать предложения, а порой и требования вообще отправить Кабмин в отставку. Работу правительства я не могу оценить удовлетворительно. Судя по последним событиям, нерешенным социальным проблемам, инцидентам на границе, все это выявило большие недостатки в работе Кабинета министров. Некоторые члены правительства только и умеют, что участвовать в праздничных церемониях разрезания ленточек. Но нужны реальные показатели, а их нет. По этой причине и заходит речь об отставке. После приграничного конфликта в Баткене 13 марта вице-премьер-министр Денис Разаков оказался в антирейтинге как на просторах интернета, так и в глазах парламентариев. Нардепы даже высказали предположение, что он является агентом спецслужб Таджикистана. Поручили выяснить все и разобраться силовикам. После в ГКНБ официально опровергли эти слухи. Таджикский интернет-ресурс, где и была опубликована порочащая Разакова статья, как и сам автор, оказались несуществующими. Но тем не менее, дезинформация изрядно подпортила репутацию вице-премьера. Среди тех, кого критиковали, но который не поддался требованиям освободить кресло, министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. До сих пор на слуху история о том, как на донорские деньги был приобретен внедорожник стоимостью почти 6 миллионов сомов. Если по машинам для нашего министерства, то их приобрели для того, чтобы улучшить качество медицинской помощи. Автомобили повышенной проходимости смогут довести специалистов в ФАПы самых отдаленных регионов. Во благо самой же системы здравоохранения. Машины были переданы в рамках международного проекта. Никакого закона нарушено не было. Поэтому я не согласен с мнением об отставке. Его высказывают не все депутаты, а 1-2 человека. Приличная порция критики приходится и на долю Министерства образования. Последний скандал с учебниками обнажил недостатки всей системы. Непригодные для обучения книги были напечатаны на 33 миллиона сомов. Ущерб бюджету налицо. К делу подключилась Генеральная прокуратура. У меня за плечами очень большой трудовой путь. Большой опыт, я считаю. Поэтому я отношусь совершенно спокойно. Это же государственная служба, решение, какое будет принято, я в принципе готова к любому решению. Но я воспринимаю всегда только конструктивную критику, которая звучит. Можно было бы ничего не делать, и чтобы критики не было. Но я взяла на себя тоже большую ответственность. Самые непопулярные решения, но очень нужные для системы образования, я все-таки решила принять в свой период. Время даст свою оценку. Есть у парламентариев вопросы и по Министерству внутренних дел. Милиционеры идут на преступления, становятся антигероями видеороликов, которые не делают чести в целом правоохранительным органам. Но и это еще не все, за что ругают правительство. Экономические показатели не на уровне, если не сказать, что в упадке. В целом я оцениваю работу правительства за нынешний период, за нынешний год неудовлетворительно. Оценку 2 можно ставить смело. Посмотрите сектор сельского хозяйства. Полностью бардак. Там вот уже за полгода второй раз казахстанско-киргизская граница закрывает. Наши крестьяне не могут свою продукцию продать. Состояние макроэкономического показателя тоже показатели очень плохие. То есть за год не привлечено ни одной копейки инвестиций. Напротив, есть показатели оттока инвестиций изнутри страны. А в энергетике как был бардак, так и остается. Ну, это же не просто слова, это же показатели. Деятельности правительства хорошую оценку я не дам. Предпринятые реформы, новые программы должного эффекта так и не принесли. В министерствах, департаментах и других подразделениях Кабмина не чувствуется слаженной работы. Такие министерства, как здравоохранение и образование, должны показывать результат. Но его пока не видно. В этом смысле, безусловно, нужно рассматривать ответственность и самого премьер-министра, как главы правительства. На сегодня не стоит вопрос отставки его или правительства, но оценку его работы парламент должен дать. Накануне уже можно было наблюдать новые назначения. Представителем правительства в Баткенской области стал Акран Мадумаров. Он был назначен вместо Абиша Халмурзаева. В этом месяце Кабмину предстоит выступить с годовым отчетом перед Джугурку Кенешем. Там депутаты обещают высказать все свои пожелания и дать свою твердую оценку работе команды Мухаммедкалыя Абылгазиева. Алексей Немашкал, Рахат Джаныбекова, Эрлан Кемельбеков, НТС.